нас есть возможность вспомнить наиболее интересные моменты, которые мы могли наблюдать в первом тайме. Специально для тех, кто пропустил стартовые 45 минут игры, могу сказать, что много потеряли, поскольку хороший, задорный футбол демонстрируют и те, и другие. Смотрим за атаками, которых становилось все больше и больше. Ошибок тоже было предостаточно, но это все-таки, к сожалению, непременный атрибут для нашего весеннего футбола. Больше шансов было забить, наверное, все-таки у Локомотива. По-хозяйски грамотно впереди играет команда Жозе Каусейру. Продолжает давить на Владимира Габулова и вообще на всю оборону махачкалинской команды. Ну а Анжи действовал преимущественно на контратаках, не отрежая для нападения большую группу футболистов. Вот удар Самуэля Этоо, с которым справляется Маринато Гильермо. А вот, пожалуй, самый опасный момент, который мы увидели в первом тайме. Здесь Филиппе Кайседо простил своих соперников, не сумев переправить мяч в сетку уже из пределов вратарской. Габулов совершил классный сейв после первого удара Филиппе Кайседо, но на добивании сам нападающий Локомотива не преуспел. Сапатер 8-й Денис Глушаков, 27-й Магомед Аздоев. И группа атаки 21-й Дмитрий Торбинский, 25-й Филиппе Кайседо, 15-й Роман Павлюченко, Жозе Каусейру, главный тренер Локомотива. В общем, действительно, тренеры могут внести немало изменений. Самуэль Этоо, удар по воротам. Как же здорово умеет Самуэль находить возможность нанести вот этот самый удар. Да, это, по-моему, Гаджибеков. А не Тагирбеков? А, да. Гаджибеков, да. Ну, просто при падении, на повторе хорошо видно, неудачно упал на Гаджибекова, еще потом ногой так по голове задел Торбинский защитника. Ну, сам бы сейчас ногой скосил и своего, и чужого, ну, прям как секатором каким-то. Подрезал под корешок. Но здесь Гильермо, как ты думаешь, чувствовал, что сзади никого нет и ошибался? Или понимал, что мяч в любом случае летает за пределы поля? Я думаю, что скорее пирка. Так и есть. Роман Павлюченко. Передача низом в штрафную. Но здесь самбо. И удар Кайседо. Перекладина. Вот это да. Не такой активный, как Роман Павлюченко, Филиппе Кайседо упускает еще один момент. Но здесь тот самый случай, когда Кайседо сам себе, по сути, его и, ну, не то что организовал и создал, просто он пробил поворотом ситуации. Он просто быстро сориентировался, да, в которой многие бы этого делать не стали. Нашел возможность для удара и застал врасплох Габулова. Пусть он мяч чуть ниже, то мяч мог бы опуститься в ворота. Как мы теперь понимаем, что эта победа достаточно серьезная. Действительно, их все сразу закрывает. Ну, у вратаря задача непростая, поэтому, я думаю, здесь правильно акцентировать внимание на его действия. Ну, а почему бы не промахнуться мимо вратаря? Пока не получается. И Денис Глушаков выходит 1 на 1. Нет офсайда. Глушаков. Ой-ой-ой. Здесь отметим старания Арсения Логашова. Калинцы при создании положения вне игры. Ну, вот если бы мяч себе дальше чуть-чуть еще Глушаков прокидывал, то это был бы пенальти. Ну и вот она уже проанонсированная замена. Владислав Игнатьев вместо Дмитрия Торбинского, который пока не торопится покидать поле. Локомотив явно хочет забивать. Локомотив все больше идет вперед. Момент у Глушакова. Гол! Я хочу сказать, что это гол имени Романа Павлюченко. Вот о чем мы говорили с тобой в первом тайме, когда, ну и, конечно, красавец Кайседо сделал вот этот хороший пас и развернул Тагирбекова. Но вот о чем мы говорили с тобой в первом тайме, когда игра низом проходит через центр, то, учитывая класс игроков Локомотива в передней линии, можно разрывать. Как Павлюченко мяч пропустил. Ну, просто песня. Это класс.
сейчас звучит и на стадионе «Локомотив». Ну и я не очень понимаю, почему Владимир Габулов завалился в противоположный угол. Вот давай еще раз смотреть повтор. Глушаков обрабатывает мяч, бьет, ну и вот куда упал Габулов. Но я боюсь, что в такой ситуации Габулову в любом случае было бы трудно выручать. Все-таки удар с очень близкого расстояния. Сейчас разобрался. Именно благодаря его стараниям атака продолжена. Жирков, удар! И Гильерми еще один эффектнейший сейв. Вот что делает, еще раз повторюсь, вот что делают ошибки на своей половине поля. Ладно, когда тебя переигрывают, как это сделал Локомотив, да? Но вот когда ты так бездарно теряешь мяч в своих владениях, то вот это оборачивается таким моментом. Был момент в первом тайме. Тагирбеков будет бросать далеко в штрафную. Ну, почти как Рори Дело. Очень заметно взлетавшего и приземлившегося. И этого получает желтую карточку. А что там случилось? Недоволен Хидинг. Но, видимо, без свистка пробил Самуэль Этоо. Штрафной Хидинг уже на поле. Да, сейчас действительно резервный арбитр Алексей Сухой успокаивает Бусы Хидинга. Лаюшкин показывает, да, я сказал по свистку, и Этоо разыграл мяч без свистка. Ну, жест Жиркова, я думаю, что в дополнительных комментариях не нуждается. Рома, у тебя, если есть возможность, проверь, там какая желтая карточка у Этоо, почему он так распереживался. Ну, какая за всю карьеру, конечно, не скажу, а какая в этом сезоне. Да, показывает Виталий Ганюшкин, браво нашему режиссеру. Показывает по свистку, здесь свистка не было. Ну, с точки зрения правил, инструкции, все. Молодец. Дмитрий Лоськов рядом с Жозе Каусейру. Ну, практически миниатюра, два тренера. Пока подает Этоо. Плохо подал. Да, хуже не придумаешь. Следующий матч с Кубани, значит, он пропустит. А вместо Филиппа Кайседо появляется Дмитрий Лоськов. Седьмое появление на поле в нынешнем сезоне Дмитрия Лоськова. 3 гола на его счету. В пассиве 4 желтые карточки. Последний раз он отличался. Вот Самбо пошел вперед. Вот интересный вариант. Самбо даже не возвращается в оборону. Обрати внимание. Павлюченко. Лоськов налево. Игнатьев. Забегание Янбаева. Прострелы здесь Адил Ахмедов. И побежал Самбо. Пошел, я бы так сказал. Потому что... Он просто не успевает разогнаться. Не успевает разогнаться. Ну, поди, разгони такой Локомотив. Конечно, был похож на такую груженную товаром фуру. Сам отправился подавать угловой. Навес штрафную. Самбо. И здесь до мяча не добрался. Удар по воротам. Проскользил Жирков и не сумел подстроиться под этот мяч. Да, сейчас прям как будто буксовал. 4 минуты добавил Максим Лаюшкин. Значит, в целом еще 5 есть у Анжи для того, чтобы отыграться. Пока толком не пробьет. Павлюченко. Хорош Павлюченко. Павлюченко, вот, наверное, если Гильерми лучший игрок в составе Локомотива, то Павлюченко самый полезный. Я бы отдал, да, второе место. Ну и в тройке, конечно, автор забитого мяча Денис Глушаков. Безусловно. Ну, Денис Глушаков забивает, не забивает в тройку. Я думаю, лучше в составе Локо попадает регулярно в этом сезоне. А в общем и целом так вообще, наверное, лучше. Максимально неудачная ситуация для Анжи. Осталось играть всего 2 минуты. Мяч у соперника, да еще и штрафной. Лоськов на поле есть. Но, по-моему, пока он не готовится бить. Не, готовится бить Павлюченко. Как ворота Рубина? Ну, там поближе было. Или Лоськов. Или Павлюченко. Долго разбирали, кому бить.
Выбрали просто время тянули. Надо было, как Бавария в вчерашнем матче с Гертой, скинуться на камень, ножницы, бумага. 10 секунд до окончания встречи. Заброс штрафную Жуселей. Ну, здесь даже никто не вступает в борьбу с Гильермо. Отлично проведенная встреча голкипером Локомотива позволяет его коллективу не пропустить. А мяч, забитый Денисом Глушаковым, еще и помогает набрать 3 очка. Локомотив выполняет собственную задачу на эту игру, набирает 60 очков. И представьте, сейчас Локомотив взлетает аж на 3-ю позицию в нашем чемпионате, опережая московский «Спартак» и «Динамо». Но если бело-голубые свой поединок в этом туре уже провели и уступили Санкт-Петербургскому «Зениту», то «Спартак» завтра в матче с ЦСКА еще может потеснить «Локомотив» с 3-й строчки. Но пока команда Жозе Каусейро победитель. Анжи остается на 7-й позиции. К Анжи приблизилась Кубань. Отрыв махачкалинцев от краснодарцев 2 очка. Жозе Каусейро, мистер Каусейро, с победой вас. Очень тяжелый матч. Что бы вы сегодня отметили в действиях своих футболистов? Foi jogo que ganhamos, podíamos ter empatado. O Angi é uma boa equipa. Хорошая была игра, могли сыграть ничью, на равных шли, но, к счастью, выиграли, получилось сегодня. E era jogo que sabíamos que para o ganharmos tinha que ser com muito sacrifício. Foi isso que aconteceu, acabamos por ter a sorte do jogo também. Знали, что для того, чтобы выиграть, надо было сыграть максимально сконцентрированно, с максимальным вниманием. Ребята выполнили это, у них получилось. Локомотив не пропускает в 3 матчах подряд. Не пропустил дома матч с Кубанью в Казани и не пропустил сегодня. Очень надежная игра в обороне. Что вы делали на сборах, раз так здорово стали играть в обороне? Está sofrendo gol já durante 3 jogos, 2 em casa e para fora. O que é que estão fazendo no estágio para conseguir tais resultados? É uma vantagem se a equipa conseguir não sofrer golos. É mais fácil conseguir ganhar e nós trabalhamos isso. Hoje nem sempre as coisas correram como nós quisemos, mas felizmente no final acabamos por ganhar. Ну, если команда не пропускает гол, то ей легче забить, легче выиграть. Работает на сбор, в том числе над защитой, и, по счастью, хорошо, что до сих пор мы идем на сухую. И последний вопрос. Что случилось с Дмитрием Тарасовым? Вы его заменили в перерыве. Это тактическая замена или замена по травме? Tarasov lesionou-se a meio da primeira parte, aguentou até ao intervalo, mas nós achámos que era melhor substituí-lo. Получил травму еще в первом тайме, но сыграл до конца, выдержал в перерыве, тем не менее мы его заменили. Спасибо огромное.